Я сначала поступал на актера. На актера? Да, я вообще-то надеялся поступить на актера драмы. Ага. Что, какие куклы? Нет, кстати, на самом деле, подавляющее большинство кукольников никогда не мечтали быть кукольниками. Они попадали случайно и влюблялись просто в куклу. Вот у меня со мной то же самое было. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни» и Сянмесес Херматэ Дуслар. Сегодня у нас в гостях режиссер-постановщик театра «Кукла Акият» Рафаэль Тагиров. Встречаем! И Сянмесес. Доброе утро. Что это такое у вас? Это подарок. Для меня? Да, это пригласительные билеты к нам на спектакль. На какой именно? На спектакль «Хаврошечка». С удовольствием, с удовольствием. И не один, а со своими детьми. Обязательно. Большое спасибо. Рафаэль Тагиров, режиссер-постановщик Татарского государственного театра кукол «Акият». Родился в Киргизии, в городе Каракуль. Окончил Казанский государственный университет культуры и искусств по специальности режиссер любительского театра. Начинал актером ТЮЗа в городе Нижнекамск, а с 2007 года артист-кукловод театра кукол «Акият». В 2016 году окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства по специальности режиссер театра кукол. Поставил спектакли «Золушка», «Айболит», «Теремок», «Кот в сапогах» и многие другие. Поставленные Рафаэлем Тагировым спектакли уже отмечены дипломами всероссийских и международных театральных фестивалей. Рафаэль, ну вы знаете, самый главный подарок в нашей программе – вкусно накрытый стол. Да, а помогут мне, знаете кто? Самый главный герой нашего театра – это куклы. Познакомьтесь, пожалуйста, с ними. Так, это у нас Лягуша Квакуша из спектакля «Теремок». Она у нас такая хозяюшка, поэтому я ее взял с собой, чтобы она нам помогала готовить блюда. А вот слева очень красивая девушка меня. Это девушка Золушка, которая уж сам Бог велел следить за тем, чтобы было душевно и вкусно. Ну а если у нас ничего не получится, у нас есть доктор Айболит. Он будет проверять качество продуктов еще. Да, ну если нам будет плохо. Команда у нас хорошая, команда боевая, поэтому давайте начинать. Какое первое блюдо у нас? Первое блюдо, так, знаете, это такая разновидность костыбы, я так бы назвал. Просто вместо лепешек у нас в семье моя мама делает из блинчиков. Вот. А начинка тоже картошка. Это моя личная придумка, я добавляю фарш, грибы. То есть мы будем готовить традиционные костыбы, но по специальному рецепту от Рафаэля Тагирова. Да. Назовем это так. С чего начнем? Давайте так, распределим наши обязанности. Роли, скажем так, да? Я буду режиссировать. Я буду делать тесто для блинов, а вы будете делать начинку. Да. Итак, первая начинка у нас? С фаршем. Для этого понадобится у нас фарш, кстати, который уже готов. Да. Ага. Лук. Можно, знаете, как сделать? Можно сделать одну большую начинку, либо три разных. Картошка. Давайте три разные. Три разных, все. Хорошо. Так, значит, будет одна начинка с фаршем, одна с картошкой и одна с грибами. С грибами, отлично. Ну что ж, приступим. Да. А я буду делать... Поделитесь секретом приготовления теста. Да, тесто простое. Я просто люблю тонкие блины, поэтому выбрал вот именно это. Самое простое. Так, нужно нам стакан молока обычного. Почти стакан воды теплой. 2 сырых яйца. Так. И мука. Ну, куда без нее, конечно. Рафаэль, раскройте, пожалуйста, вот еще пару секретов. Ну, например, ваше любимое блюдо. Мое любимое блюдо? Ой. Ну, не, мое любимое блюдо – это манты, которое мама готовит. Молоко добавляем к яйцам. К яйцам. Так, давайте полстакана только добавим воды. Сахар. 2 ложки где-то добавим, я думаю. Так, и соль. Соль немного. Можно муки? Так, мука, пожалуйста. Спасибо. Так, вот здесь мы будем... Здесь все на глаз или да. Есть какое-то определенное количество ложек? Нет, на глаз. Я не умею на количество. Я просто смотрю, чтобы была такая консистенция, знаете. Если вы помните, продавали сметану, которую очень сильно разводили в советские времена. Вот, наверное, что-то типа того. Я, к сожалению, не помню эту сметану. Ее продавали еще в больших флягах. На разлив. Да. Рафаэль, ну давайте поговорим о вашем детстве. Давайте. Вот все играли в машинки, мальчики, а вы, наверное, сразу в куклы? Нет, я играл как нормальный ребенок, играл в футбол. Нет, в футбол я играли? Конечно. А я мечтали же связать театром вообще, нет? Нет, тогда нет. Я уже повзрослел, знаете, я пытался даже заниматься журналистикой у нас там, но как-то не срослось, потому что мне было скучно. Ну, решение вот
пойти в Закончить, да, институт культуры, по специальности режиссер. Нет. Как оно к вам пришло? Я сначала поступал на актера. На актера? Да, я вообще-то надеялся поступить на актера драмы. Ага. Что, какие куклы? Не, кстати, на самом деле, подавляющее большинство кукольников никогда не мечтали быть кукольниками. Они попадали случайно и влюблялись просто в куклу. Вот у меня со мной то же самое было. Ну, сколько лет назад вы влюбились? Вот. Я поступил, дело, которым сейчас ну, мне пришлось поступить, потому что у меня не было выбора, потому что был только курс на кукольный. Я поступил, знаете, за год я настолько влюбился, что я другого искусства для себя просто не представляю. Что это волшебное, мистическое искусство театра кукол. Нельзя не полюбить. А режиссурой, ну, это тоже постепенно, когда ты начинаешь понимать, что хочется большего, что когда ты думаешь, хватит критиковать, попробуй сделать сам, и уже пускай критикуют тебя. Рафаэль, ну вот за эти 15 лет, которые прошли с тех пор, как вы влюбились в театр кукол, насколько популярность поднялась? Как вы считаете? Ну, знаете, когда у нас появилось новое здание, и тот факт, что к нам очень сложно достать билеты, я думаю, тут уже говорить нечего, популярность бешеная просто. Причем со всей России едут к нам. Причем на самом деле едут, и очень приятно, едут с Москвы даже, той же самой, да, с Санкт-Петербурга, где очень большая конкуренция среди театров кукол, все равно смотрят наш спектакль, им очень нравится, потому что это очень приятно. У нас очень красивое здание, тут нужно всегда ставить спектакль и соответствовать ему, деваться некуда. Поэтому мы стараемся. И тем более сейчас у нас уже 2 постановки для взрослых, да, спектакли. То, естественно, уже и взрослые привлекаются как зритель, как поклонники театра кукол, поклонники именно этого жанра. Это очень приятно. Рафаэль, лук у нас готов. Что делаем дальше? Так, значит, одну половину этого лука мы обжариваем с фаршем, а другую половину с нарезанными грибами, да. Так, тогда пока мы начнем обжаривать. Рафаэль, расскажите, пожалуйста, вот как вы попали в театр кукол, наш казанский? Сначала я закончил наш институт казанский. Да, вот вы с дипломом. Институт культуры. Вообще были ли предложения из других городов? Нет, я сначала работал в Нижнекамске. А, ну это 3 года, в ТЮЗе. Да, в ТЮЗе. Потом я решил все-таки вернуться снова в Казань. И так как я учился сначала на кукольном отделении, на актерском, меня, в принципе, в театре наших кукол знали. И помнили с хорошей стороны. Особенно наш директор Светлана Епарова, которая с ее легкой руки меня взяла в театр сначала актером, а потом с ее легкой руки, с ее помощью, потому что ее поддержка очень сильная, и до сих пор она идет, помогла мне учиться уже дальше. Я 2-й высший получал уже в Санкт-Петербурге. Так, вроде бы все с тестом у нас. То есть тесто готово? Да. Пока. Именно той консистенции, да, как и было задумано. Кстати, лук здесь обжарился, можно добавить фарш уже. Скажите, пожалуйста, вот будучи актером, первая кукла, которую вот вы взяли в руки, влюбились, можно сказать. Помните? Так это было в институте. Знаете, какая кукла это была? Это была такая элементарная кукла. Кукла — это была моя рука. У нас так и называлось оживление рук. Ну, грубо говоря, вот как вот уже в детстве баловались, собачка, все, да. Ну, у нас чуть-чуть сложнее. Вот это вот называется. Потом оживление предметов. Вот даже любой нож может живой быть. Что-нибудь можете вот показать сейчас? Рукой? Потому что, ну, вот, рукой, ну, вот собаку я могу показать. Нет, да вы знаете, сделайте вот так вот. Вот большой палец так вот выставить. Так. Вот, а вот голова. Ага. Вот теперь походите. Человечек? Да, вот, пожалуйста. Ну, такой простой у нас. Можно сделать вот так вот, сделайте. Вот так. Могу сделать вам ноги, сделать вам крылья. Это вот у нас гуси. Это тоже такое самое элементарное. Это только самое простое? Это самое простое. Есть более сложные. Когда много народ делает. На самом деле это очень интересно. Дети это очень обожают. А мы же артисты как дети. Ну, вам вот не хотелось из роли актера уходить, в роли режиссера? Все-таки вы там пару лет не наигрались? Я, наверное, знаете, хотел какого-то развития для театра кукол. Я всегда хотел чего-то особенного, интересного. Я до сих пор пытаюсь в своих спектаклях делать что-то новое для театра кукол. Потому что это такой жанр, который не имеет границ, да? Мы же не замкнуты, не хочу в обиду сказать, в драме, именно вот человеческом, да, факторе, скажем так. У нас куклы же все что угодно могут делать, и куклы из чего угодно. Поэтому хочется развивать его, жанр смешивать его и с хореографией, и с цирком тем же самым, все что угодно. Поэтому хотелось
И вот решил. И ведь получилось. Ну, что-то получилось, да, кстати. Самое же главное признание зрителей. Зрители любят мои спектакли, это приятно. Даже если такие приятные моменты, и уж свои поклонники. На некоторые мои спектакли дети вот отзывы пишут. Ну, уже там второй, третий раз. Значит, не зря работаем. Рафаэль, самое время добавить соль и перец. Да, конечно. Так, вот перчик, соль. Все это на глаз. Я помогу. Угу. Так, и начинаем обжаривать начинку номер 2. Грибы и лук. Грибы и лук, да. Так, сначала лучок. Рафаэль, расскажите, пожалуйста, о премьерах, которые прошли в Театре кукол в сезоне вот 17-18. Что вам лично понравилось? Ведь были и работы не только ваши, а и приглашенного режиссера. Да, ну мои, конечно, мне тоже понравились. Особенно? Особенно, да, конечно. У нас был прославленный режиссер Владимир Иванович Бирюков, обладатель нескольких уже золотых масок. Он поставил спектакль для взрослых у нас «Ночь перед Рождеством» по Гоголю. Вот такая необычная, очень интересная постановка. Я, кстати, всех приглашаю посмотреть обязательно. Это все равно что-то новое для вас будет, что-то интересное, потому что в Театре кукол взрослый спектакль — это же какая-то особенная магия. Так, а мы тем временем Закидываем. отправляем на грибочки, которые мы также обжариваем. Кроме этих двух начинок, экспериментировали что-то еще? Конечно. Я же говорю, это как пицца. Все, что есть, можно позакидывать. Это же блины. Блины, они вытерпят все, можно сказать. Можно есть просто блины. Это как, знаете, в девчатах картошка бывает разных видов. Вот здесь то же самое. Вот столько видов, это просто... Самое главное – это вкусно приготовить тесто для блинов. Да, самое главное, да. Мы сейчас проверим, получилось на среде. Итак, Рафаэль, все наши начинки готовы. Сейчас самое интересное – будем жарить блины. Это очень интересно. Максимально я здесь доверюсь вам, конечно же. Так, Так. надо, чтобы сковорода накалилась. Ну как? Сейчас подождем как раз. Не максимально. Все у нас готово. Прошу. Так, Рафаэль, Ух ты, барабан. доверяю профессионалам. Так. Если вот так наклонить. Хочется отметить, что вот в вашем театре, вы уже сказали, что есть спектакли для взрослых, но ведь есть категории 0+. Как развлекаете младенцев? Ой, это, знаете, особенная стать. Это, знаете, надо настолько их внимание забрать к себе. Артисты, знаете, как у нас на дыре вертят. Дыру это называется. Аж на голове ходит. Ну вот как-то вот принимают, стараются. Как-то так, потому что иначе вообще невозможно. Ну а для вас вот поставить спектакль в какой категории возрастной легче? Тут очень сложно. Для детей ведь тоже, они же, дети, это такие критики, они же видят все, любую фальшь, тут вообще не обманешь. Не знаю, я еще не пробовал для взрослых, только мечта. Пока я могу только сказать за детский спектакль. Дорогие телезрители, это программа «Секреты татарской кухни». Напоминаю, сегодня у нас в гостях режиссер-постановщик театра кукол «Акият» Рафаэль Тагиров. И сядемся еще раз. Еще раз. Мы готовим блины, вкусные оригинальные блины. 3 у нас начинки, это грибы, жареные с луком, пюре и фарш из телятины, обжаренный также с луком. Ну что, блины готовы, теперь будем заправлять их начинкой. Ну а самое интересное, что мы все это будем делать а-ля кыстыбый, да? А-ля кыстыбый, да. Так, прошу. Ну и очередной вопрос для вас, Рафаэль. Расскажите, пожалуйста, про гастроли, которые, я знаю, успешно проходят ежегодно у вашего театра. Да. Что было интересно в 2018 году? Вот последняя поездка была очень такая насыщенная. У нас ребята с нашим руководством во главе с Русой Нуровной Епаровой съездили в город Барнаул. Это столица Алтайского края. Так далеко? Так далеко. Сейчас такая программа очень хорошая идет от нашего правительства «Единой России», что мы можем обмениваться гастролями с теми городами, которыми раньше просто априори не могли, потому что это очень дорого и очень далеко. Вот наши даже слетали на Сахалин в прошлом году, в этом году вот мы были уже в Барнаул, к нам приезжал такие города, как... Вот скоро приедет Курск, мы с ними тоже обменка у нас будет. Вот, Сколько спектаклей отправили в Барнаул? 3 спектакля. «Хаврошечка», «Цветик-семицветик» и «Три дочери». «Три дочери» — такой национальный спектакль по нашим татарским сказкам, потому что там очень развитая татарская диаспора. Вообще, Алтайский край, он же, там очень много тюркских народов. Это было очень интересно. И вообще познакомить с культурой, с нашей татарской культурой Алтайский край. Им тоже это очень интересно. То есть спектакль был на татарском 11? Нет, он был на русском, но
Там были песни татарские, там у нас есть танцы обязательно татарские. Ну, вся культура представлена в этом спектакле. Блины а-ля костыбы с 3 начинками. Для теста взбили яйца с сахаром и солью, добавили к ним молоко, теплую воду и постепенно всыпали муку. Все тщательно перемешали до однородной массы. Тесто должно напоминать по консистенции жидкую сметану. Далее выпекли тоненькие блины. Затем приготовили 3 начинки. На растительном масле слегка обжарили мелко нарезанный лук, добавили фарш, посолили, поперчили и готовили на среднем огне минут 20. Подобным же образом приготовили и грибную начинку. А для 3-й начинки картофель отварили до готовности и размяли в пюре. На половинку каждого блина выложили начинку и сложили пополам, как костыбы. Итак, в моих руках первое блюдо. Блины с 3 начинками готовы. Отложим. И сейчас мы быстренько приготовим очень вкусный салат. Скажи, пожалуйста, название салата. У нас, знаете, я так подумал, как можно назвать. У нас есть такой спектакль для самых маленьких, да? «Не хочу, не буду». А этот салат наоборот назовем. «Хочу и буду», потому что он очень питательный и полезный. Мы это проверим прямо сейчас. Итак, салат «Хочу и буду». Прошу. С чего начинаем? Сначала нужно обжарить лук для заправки на сливочном масле, так будет вкуснее. Он заливается в конце у нас. Так, сливочное масло, половиночку. Да. Да. Берется 2 яйца для начала. И мы их просто быстренько нарезаем. Теплый салат такой получается. Да. Рафаэль, ну и пока у нас осталось время, расскажите, пожалуйста, про фестивали, в которых ваш театр участвовал и завоевал достойные награды. Так, для начала я могу сказать, вот одна из героинь спектакля, с которой мы ездили в Белоруссию на очень известный фестиваль «Славянский базар». В город Витебск. Там в рамках этого фестиваля и проходит фестиваль для театров кукол «Лялечный базар» называется по-белорусски. Вот, там первый диплом мы там завоевали за лучшее режиссерское, актерское воплощение добра, как у них переводится. Это впервые было в истории театра? Или уже это повторная награда? Нет, мы впервые вообще такую награду. Мы впервые вообще на этом фестивале были. Очень престижен, там очень много. Это международный фестиваль, очень много городов. Очень интересный фестиваль. Такой обширный. Он помимо же театров кукол, там же очень много площадок. Всех не успеешь пересмотреть, на самом деле. Там даже мы увидели наших российских звезд, которые здесь не увидишь. Вот. А второй фестиваль, это в городе Белгород, тоже международный. Мы там завоевали с тем же теремком. Мы завоевали 2 диплома. За лучший актерский ансамбль и за лучший спектакль для детей. Вот так. Поздравляем! Спасибо. Так, берем, значит, фасоль красную и фасоль белую. Красиво смешиваем. Ну и, конечно, мой традиционный вопрос. Откуда рецепт салата? Из интернета. Вот оно, признание. Так, перемешиваем. Далее. Так, теперь добавляем яйца. И сверху можно закидывать уже сухарики. Сухарики. Так, полностью. Все, и теперь заливаем наш лук с маслом. Так, перемешивайте. Ну и заливаем, так скажем, основной заправкой. Да. Так. Ну и теплый салат под названием «Хочу и буду» готов? Готов. Накрываем на стол и попробуем оба наши блюда. Салат «Хочу и буду». Обжарили мелко нарезанный репчатый лук на сливочном масле до золотистого цвета. Отваренные вкрутую яйца мелко накрошили, добавили к ним белую и красную консервированную фасоль, сухарики, посолили, поперчили и приправили обжаренным луком. Тебе понравилось? Да. И мне тоже. Ну, а можно мы сейчас попробуем? Можно? Можно. Ну что ж, Рафаэль, куклы оценили наше блюдо, дали добро, теперь и мы попробуем. Ну, итак, предлагаю попробовать сначала салатик. Рафаэль, хочется отметить замечательное сочетание всех ингредиентов, которые вы добавили в этот салат. Я такого никогда не пробовал. Очень вкусно, друзья. Обязательно попробуйте приготовить его сами. Тем более он готовится за каких-то 5 минут. Спасибо.
Ну а сейчас коронные блюда Рафаэля. Блины с начинками. Так, у меня начинка с пюре. Так, у меня с грибами. Ну, приятного аппетита. Ну что, как тебе блины? Конечно же, вкусные. Блины получились очень нежные, начинки очень сочные. Поэтому 10 баллов из 10. Бизурахмет. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Ну что ж, Рафаэль, блюда получились вкусными, подарки вручены. Занавес. Большое вам спасибо за то, что были сегодня с нами. И до новых встреч. Вам огромное спасибо за приглашение, за то, что получил я удовольствие приготовки с вами. И я хочу и вас, и всех зрителей пригласить к нам в театр. Приходите к нам и на детский спектакль, и на взрослый. У нас также вкусно, также интересно, также светло и красиво. Да, кстати, там работает буфет. Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас на канале ТНВ. Пока-пока, друзья. Сау будем. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок.